Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассалам аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема с вами – огласовки в арабском алфавите. Для обозначения кратких гласных в арабском алфавите отсутствуют определенные буквы. Для правильного чтения арабского текста ученые придумали определенные знаки, которые обозначают краткие гласные. Эти гласные называются определенными терминами – фатха, дамма, кясра. Сегодня, иншаллах, мы с вами попробуем прочитать арабские слова полноценным образом. Но сперва давайте посмотрим, какие огласовки в арабском алфавите существуют и как они произносятся. Для обозначения краткого гласного «а» в арабском языке существует знак, и называется она фатха. Транскрипцию можно написать вот таким образом. Фатха. И она всегда будет находиться над буквой. На примере буквы джим. Вот у нас буква джим. Если этот знак стоит над буквой, произносим джа. Например, на букве сад. Если над буквой сад стоит фатха, произносим са. Здесь следует отметить тот факт, что произношение фатхи в арабском алфавите делится на две части – твердое произношение и мягкое произношение. Помните, когда мы проходили алфавит, мы разделяли звуки на твердые звуки и на мягкие звуки. В арабском алфавите у нас 7 твердых звуков, при произношении которых с огласовкой фатха будет звук а во всех остальных случаях звук э. Итак, твердые звуки. Ха, са, дад, гайн, каф, за, та. И звук ра имеет свои определенные правила произношения. Итак, обращаем внимание на произношение этих звуков с огласовкой фатха. Обратите внимание, если они будут таким образом поставлены, что у нас происходит? Та, за, ка, га, да, са, ха. А давайте сейчас попробуем с мягкими звуками, которые будут обозначаться и произноситься с мягким звуком «э». Обратите внимание, например, звуки «даль», «мим», «та». Если мы ставим огласовку фатха сверху, которая всегда местоположение является над буквой, то будет произношение «да», «ма», «та». И таким образом мы разделили с вами произношение огласовки фатха на две части. С твердыми звуками она произносится «а», с мягкими звуками «э». На этом мы с вами прощаемся. На следующем занятии мы с вами пройдем огласовку кесра. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.